Здравствуйте, с вами журналист Олег Желнин и телепрограмма «Точка взаимодействия». И сегодня мы поговорим о садовых некоммерческих товариществах города Якутска. Сегодня у нас в студии Алена Николаевна Сысолятина, юрист по земельным вопросам. По каким законам, по каким указам Российской Федерации на сегодня эти товарищества должны развиваться? 217 федеральный закон. Он как раз-таки посвящен целиком и полностью садовым некоммерческим товариществам. Также есть смежные документы, которые регулируют деятельность садовых некоммерческих товариществ. Самый крупный из них, конечно же, это Земельный кодекс Российской Федерации, который регулирует земельные отношения, а также Градостроительный кодекс Российской Федерации, который регулирует такие вопросы, как, например, проект планировки и межевания территорий. И он прямо говорит, что садоводы, они сами принимают решение о разработке проекта планировки и межевания территорий. Это делается на общем собрании, то есть все должны проголосовать за определенный проект планировки и межевания территорий. Затем этот документ вносится в окружную администрацию для того, чтобы она утвердила. Орган местного самоуправления, скажем, любой, да, должен руководствоваться тремя документами территориального планирования. Это, во-первых, самую высшую силу у нас имеет генеральный план. Второе – это правила землепользования и застройки, которые не должны противоречить генеральному плану. И вот в отношении садовых некоммерческих товариществ есть еще третий документ, на котором мы уже остановились. Это проект планировки и межевания территорий. Да, вот если я участок садово-огороднический или садовый получил в товариществе, я умею... Возьмем, например, один земельный участок. По функциональной зоне генерального плана он под ведение садоводства и огородничества. Все хорошо. Дальше, по правилам землепользования и застройки он для ведения садоводства. Да? То есть в самих правилах землепользования и застройки потом идет хорошая расшифровка, что входит в понятие ведения садоводства. Потому что люди могут путаться садоводство и ведение садоводства. Вот одно слово, да? Но это очень разные вещи. Ведение садоводства, оно включает пункт 13.2, который приказом Росреестра утвержден. И там вид разрешенного использования предполагает строительство, в том числе жилых зданий. Имею право уже построить дом, ну, капитальное строение, да? Да. К сожалению, да, сейчас вот мы столкнулись с ситуацией, при которой, например, генеральный план может разрешать строительство, проект планировки может разрешить строительство, а правила землепользования и застройки, например, не разрешать строительство. И есть такой случай у нас в городе Якутске. Муниципалитет должен все правила свои привести согласно законодательству. Но если у них действуют старые правила, то здесь возникают вот такие проблемы, да? Да. То есть им надо, муниципалитету, обратить внимание на этот вопрос, да? Обязательно. Как раз сейчас идет проблемный вопрос, это СНТ «Сатал». По «Саталу» я не считаю, что здесь мэрия где-то ошиблась. Давайте объясню следующим образом. Вот смотрите, «Сатал» имеет две очереди, скажем так. Первые 8 кварталов, которые находятся в категории ИЖС. Под них были определены земельные участки для строительства объектов социальной инфраструктуры. Однако эти земельные участки по решению управления «Саталом» были переданы третьим лицам. И сегодня на них находятся объекты. То есть это уже вопрос, который сегодня находится под следствием. Это раз. Поэтому в первых 8 кварталах нет обеспеченности детей объектами социальной инфраструктуры, поскольку были такие действия. Теперь вторая очередь, скажем так, все, что ниже 9 квартала. 9, 10, 11 молодежные квартала. В этих кварталах была проведена работа по изменению генерального плана. Для того, чтобы привести в соответствие эти земельные участки, люди, которые построились, а по сути дела купили у «Сатала» эти земельные участки, что опять вопрос, как «Сатал» мог продать земельный участок, который не является его собственностью. Мы исходим только из интересов обычных людей. Вот для того, чтобы привести их в соответствие, сегодня действующее законодательство позволяет узаконить эти объекты только по решению суда. И вопрос, почему администрация здесь проигрывает, а она делает это для того, чтобы люди могли узаконить свои объекты. Но это делается для того, чтобы человек мог этим иском, который подался, получить ответ, что сносить нельзя. Дальше надо легализовать. Другого способа легализовать этот дом нету. Так гласит 222 статья Гражданского кодекса.
Мы не настаиваем вот в этом вопросе, мы идем лишь для того, чтобы легализовать существующие дома людей, понимая, в какой они ситуации. Инициативная группа ЦНТ «Сатал» встречалась с мэром города Якутска. На встрече мэр города Якутска заявил о том, что если городские суды встанут на сторону членов ЦНТ «Сатал», то окружная администрация не будет подавать встречные иски в Верховный суд. Но, к сожалению, это не произошло. Окружная администрация, когда мы с ним встречались, с мэром города Якутска, лично встречались, он нам говорил, и ну вот там члены управления были, жители Сатала были, на личный прием мы записались. Он как сказал, вот это мы все узакониваем, потому что у вас есть самовольная постройка, только так можем помочь. Первый суд выиграете, мы вообще подавать ничего не будем. Он так сам говорил. Вот первый суд выиграли, второй суд выиграли, они еще дальше апелляцию подали. Ну вот. Но какова ситуация в Сатале на сегодня? Где-то в ноябре-декабре прошлого года окружная администрация обратилась в Якутский городской суд с исками об освобождении земельных участков, а также о сносе жилых строений в отношении жителей микрорайона. Именно это коснулось 9-го квартала, 10-го квартала, а также молодежного квартала. При этом жители 10-го квартала являются собственниками данных земельных участков. На самом деле для людей, которые никогда, например, не вызывались в суд, для них это большой стресс получить исковое заявление о сносе своего жилого дома. Это очень большой стресс, потому что среди ответчиков имеются люди пожилого возраста, есть люди с инвалидностью. Окружная администрация свой иск мотивирует тем, что они нарушили правила землепользования и застройки, также нарушили договорные обязательства, поскольку на основании договора аренды между Сатал и окружной администрацией предполагалось сельскохозяйственное использование данных земельных участков. По некоторым участкам, например, по 9-му кварталу, договор аренды давным-давно был расторгнут. И окружная администрация полагает, да, то, что граждане не имеют права на сегодняшний день занимать свои земельные участки и строить жилые дома. То есть в суде некоторых граждан представляю по доверенности я, и мы строим свою линию защиты на том основании, что садовод имеет право занимать эти земельные участки на основании членской книжки. То есть мы предоставляем копию членской книжки. Также мы предоставляем проект планировки и межевания территорий, который был утвержден в 2016 году окружной же администрацией. Да? При этом в 2019 году в него вносились изменения. Также мы считаем, что граждане не нарушали правила землепользования и застройки. Поскольку правила землепользования и застройки — это такой документ, который он состоит из двух частей. Первая часть — это текстовая часть, и на основании вот этой текстовой части далее делается графическая часть. В правилах землепользования и застройки есть деление на функциональные и территориальные зоны. Именно это устанавливает статья 3 самих же правил. Там написано то, что для функциональной зоны ведения садоводства и огородничества установлена территориальная зона С2А. То есть зона С2А – это такая зона, в которой можно строить жилые дома. А первая зона – это функциональная зона, сельскохозяйственное использование. В скобках написано, ей соответствует территориальная зона С1. Что окружная администрация и говорит в своем иске, да, то, что люди заняли участки в территориальной зоне С1. На самом деле по текстовой части люди должны были занимать зону С2А и имели право строить жилые дома. Почему окружная администрация не руководствуется текстовой частью правил землепользования и вносит недостоверные данные в графическую часть, мне, например, вот непонятно. Более того, вот я, как гражданин этого города, считаю, что окружная администрация в этой ситуации она должна была себя вести все-таки последовательно и предсказуемо для своих граждан. То есть не бывает же так, что в 2016 году мы утвердили проект планировки и межевания, мы все время продлевали договор аренды, а в один прекрасный день, после того, как мы поменяли как раз-таки генеральный план в 2023 году, мы решили сносить ваши жилые дома. Мне кажется, это большой несправедливостью. А что по новому генеральному плану должно на сегодня быть в Сатале? В Сатале должно быть ведение садоводства, функциональная зона для садоводческих и огороднических товариществ.
что эта уже территория отдана садовому некоммерческому товариществу, правильно? Правильно. Но ведь в генеральном плане города Якутска уже вроде, как я понял, есть и садики, и школа, и даже МФЦ. И это как-то не стыкуется с членами СНТ. Я так понял, что они с этим были согласны, но был один план, потом появился другой план. Я понял, что они даже не в курсах изменений этих проектов межевания, что здесь школа была там, вдруг стала там. Садик был здесь, сделал так. То есть получается, что не было решения общего собрания по этим социальным объектам. Я думаю, что если садоводы не хотят, чтобы там был расположен социальный объект, то никакой орган местного самоуправления не имеет права вмешиваться во внутреннюю территорию садового товарищества. На социальные объекты, насколько мне известно, по проекту планировки действительно есть, по-моему. По правилам землепользования и застройки окружная администрация говорит, что нет. Окружная администрация с момента судебных тяжб, она своего мнения не поменяла. Никаких уточнений на сегодняшний день, на сегодняшнюю дату не вносила. То есть она продолжает настаивать, что жители Сатала нарушили правила землепользования и застройки, действительно, да, и то, что там, да, действительно С1, сельскохозяйственное использование. При этом у вас существуют их подписанные документы. Да, но самое важное, на что бы я хотела обратить внимание, это генеральный план. Это документ территориального планирования, который имеет высшую силу. То есть все должно ему соответствовать. И на сегодня это соответствует? Но при этом они сами внесли изменения в генеральный план. Якутская городская дума определила функциональной зоной для Сатал зону садоводческих огороднических товариществ. Окружная говорит, что это земли сельхозугодия, да? Да. Действовать из логики окружной администрации. Она сейчас на данный момент в суде утверждает, что там вообще сельхозземли. То есть она утверждает, что там пашни должны быть. Тогда как на пашне могут построить социальный объект, детский сад? Они имеют претензии к людям, которые построили жилые дома, но не имеют претензий к себе, которые собираются там же строить детский сад. Я считаю, что окружная администрация, любой орган местного самоуправления должен действовать по отношению к правам своих граждан последовательно и как-то предсказуемо. Да? А не так, что вот в 2016 году я утверждаю вам проект планировки, в 2023 году я вам меняю генеральный план, а через год я подаю иски на то, чтобы вам снести жилые дома. Но мне кажется, что окружная администрация должна встать на сторону горожан и в особенности членов садоводческого некоммерческого товарищества «Сатал».